Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какие крутые повороты готовит вам судьба? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, загадайте на крутые повороты, загадайте на судьбу и, конечно же, загадайте свой срок. Давайте вместе посмотрим, что вам готовит судьба. Какие крутые повороты ждут вас на дороге жизни. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, смотрите, какая курица у вас тут шикарная вышла. Слева идет, в вашу жизнь заглядывает. Ну, курицами обычно показывают предложения денежного характера, поступление денег, возможность заработать. Да? Что бы это ни было, оно уже рядом. И я вижу, что вы просто в шоке, в восторге, вот так ручками вверх, да, такая: ох, родная моя, где же ты была, да? Такой она вам желанная, эта курица, покажется. И она такая огромная, она как будто бы в 2 раза больше вас. Ну, видите, вот вы стоите, ручки так расставили, и вот эта огромная курица к вам туда, значит, заглядывает в жизнь. И вы так ей рады, и так это будет приятно. Господи, ну дай Боже каждому, да, чтобы каждому пришла такая шикарная курочка, да, и принесла с собой денежку. Ну, либо хотя бы возможность эту денежку заработать. Ну, радости тут не будет предела. Главное, чтобы вы с собой совладали, да, и эту курочку не упустили. Дальше, видите, вот тут юла показана. Ну, юла, волчок. Кстати, вот столкнулась с тем, что не все люди понимают, что такое юла. Оказывается, в одних странах, значит, юла слово знакомое, а в других совершенно незнакомое. Вот, поэтому буду говорить, как мне написали. Да? Одни написали, что да, юла понимаем, принимаем, а другие написали, что ну, нет, это волчок называется. В общем, что бы это ни было, оно крутится. Да? И я так понимаю, что это вы и ваша жизнь. Вот ежедневное состояние, когда вы вот так по кругу крутитесь, голова кругом, ноги там этим пропеллером, да, вообще усталость сплошная. Видите, вот тут рядом с вами человек, который вас останавливает и говорит: ну все, давай, потише, поспокойнее, не надо так сильно крутиться, не надо так сильно убиваться. Рядом с вами очень надежный человек, который вас немножечко, ну, не сдерживает, а скорее как помогает вам, да, что-то от вас перенимает на себя. И благодаря этому человеку вам не нужно вот так крутиться целый день до состояния вот звездного неба, и жизнь поспокойнее станет. Какой-то надежный человек рядом с вами. Может быть, это свой родной близкий, да, который будет участвовать в вашей жизни. Вот судьба там стукнет подзатыльник этому человеку, типа: что ж ты делаешь, да, вот обрати внимание, помоги, помощь твоя нужна. А у кого-то отыграется, что это новый человек, который войдет в вашу жизнь для того, чтобы вам помогать, для того, чтобы вы из состояния этого волчка юлы поскорее вышли. Хороший знак, добрый знак. С левой стороны не ждете, не думаете, может быть, даже уже не загадываете, уже так рукой махнули, привыкли, а будет, действительно будет. Дальше. Вот здесь показывают вас и показывают, что вы примеряете новую одежду. Ну, кому-то действительно пришло время обновить гардероб. У вас и возможность на это будет, и, скорее всего, выбор будет, да, вот что конкретно прикупить. Если мы говорим в сакральном смысле этого слова, значения, то здесь новая роль в жизни. Причем не одна, да, а на выбор. Можно будет повыбирать. Тут разные наряды, да, переделать свою жизнь под себя. Либо, наконец-таки, занять жизнью то место, которое вот по чести, по совести, по справедливости должно быть вашим, которое вам нравится, которое вам идеально подходит. В общем, хороший момент, неожиданный, тоже очень хороший. Дальше, смотрите, какого тут у нас спортсмена показали. У мужчины очень широкие плечи, красивая грудь, да, в общем, тело идеальное. Спортсмен, да.
Ну, мужчина, понимаете, да? Женщина, и вы понимаете, к чему все идет. Этот мужчина за вами будет ухаживать. У него к вам сердце стучит, сердце горит, сердце томится и просится. Это кавалер, новый ухажер, новый парень, у кого-то новый жених. В общем, кем бы он там вам ни приходился, но он вам много радости принесет. И так красиво вас еще никто не добивался, так красиво за вами еще никто не ухаживал. И девушки, которые в паре, в браке, приготовиться, для вас тоже это предсказание. Возможно, вы немножко стали затухать, да, в семейной жизни, в этой рутине бесконечной носков, борщей, уборки, ублажения своего супруга либо парня. И вы стали забывать, что вы прекрасная женщина. И вот когда появится этот замечательный мужчина и будет за вами ухаживать, вам раскроет, что вы до сих пор привлекательная, невероятно манкая, и что да, вы женщина, которая заслуживает всего самого наилучшего, красивых слов, красивых цветов, красивых моментов в вашей жизни. Ну, в общем, пощекочет нервишки вашему муженьку, либо парню, заставит его задуматься, да, какая драгоценность у него в руках и как легко ее потерять, да, если ты не будешь уделять внимание своей жене либо девушке. Ну, а если вы ни с кем не встречаетесь, то, как говорится, мир, пир, добрые люди, да, все у вас может случиться с этим красавцем. Действительно красавец идет. Вот тело обалденное, фигура просто вот картиночка. Мужчина статный, привлекательный, еще с такими хорошими манерами, да, умеет с женщиной обращаться. Ну что еще надо, девчонки, что еще надо? Да, здесь вот как счастьем пахнет, личным счастьем пахнет. Вот очень хороший момент. Так, с левой стороны, видите этого волка? На волке кто-то сидит. Тут явно какого-то зверя приручить вам удастся. Вам, смотрите, сначала придется с ним столкнуться, а потом его оседлать. Ну, волком в песке показывают сильных личностей, людей, которые обладают не только характером, не только физическими силами, но еще и возможностями. Вот. Не могу сказать, где вы встретитесь. Может быть, на работе, может быть, это будет какой-то чиновник, может быть, это будет какой-нибудь, там, не знаю, крутой человек. В общем, настолько вы с ним поладите, что будете кататься, ну, буквально верхом на этом волке. Волк будет вам верно служить, понимаете? Вы его не только приручите, да, но еще и оседлаете. Очень крутой момент. Явно вы к этому не будете готовы, и явно вы будете импровизировать. Ну, вот такой неожиданный результат у вас получится. Кататься верхом на этом волке. Волк, причем такой дерзкий, тут вышел, да, хвост трубой, и он прям в прыжке. Да, может быть, благодаря этому человеку, либо благодаря тому, что вы сможете быть максимально убедительны, да, максимально уговорить этого человека, либо задобрить, да, вам удастся совершить этот прыжок. Прыжок, который сейчас кажется невозможным. Вот как что-то получить, чего-то добиться, куда-то устроиться в конце концов. Ну, в общем, да, придется, конечно, тут вам попыхтеть. И я вижу, что будет стресс. Я вижу, что вы к такому не привыкли, вы не готовы к этому. Но импровизация, опять же, ваш добрый нрав, хороший покладистый характер, умение найти подход к любому человеку дадут вот такой потрясающий результат. Будете верхом на этом волке кататься, а как-то вот прям перепрыгивать какие-то препятствия. Так, еще какой-то человек, которого вы максимально не любите, который вам прям не нравится, прям такое отторжение у вас идет к этому человеку. Вот вам придется с этим человеком вдвоем что-то делать. Вот вместе, вот как судьба так шик и склеила вас. Прям как повязаны вы с этим человеком. В процессе общения, либо в процессе того, что вы там будете делать, вы на друг друга посмотрите другими глазами. Вот как откроется, что мы нормальные люди, у нас много общего, мы схожие в мыслях, в действиях, в подаче. Прям не разлей вода станете. Сейчас вам кажется, что невозможно, да, с кем угодно, только не с ней, только не с ним. Но судьба вот так вот вас прилепит к друг другу, так вас сведет, что вы станете не разлей вода. Вот вы друг другу действительно понравитесь. И здесь не про любовь, а здесь именно про дружбу, про умение там вместе поработать, да, про партнерство идет речь. Ну вот видите, таким вот странным образом судьба прибавит к вам плюс одного друга, либо плюс одну подругу.
Что есть, то есть. Тоже говорю, как есть, как вижу. Дальше. А вот здесь, наоборот, какое-то разочарование идет. Разочарование, причем горькое. Говорю, опять же, как есть. Тут вы слишком сильно в кого-то верите, либо вам кажется, да, что этот человек прямо сама святость, сам идеал. Но не может быть этот человек плохим. Вот в принципе не может. Возможно, вы знаете давно этого человека. И тут вот момент разочарования. Момент, когда судьба покажет все вот скрытые эти качества этого человека, вот какие-то даже низменные качества. Когда вы смотрите, и вам так болит, и прям, идет отторжение, да, у кого-то прям действительно рвотный рефлекс пойдет. Вот прям что-то такое узнаете, либо увидите, и вот думаете, да как же так, да, вот как я могла так ошибаться, да, либо как я мог так ошибаться. Вот, прям больненько вам будет. А с другой стороны, слава Богу, что увидели. Слава Богу, что сейчас, да, пока еще не поздно, пока еще ничего плохого не случилось. Вы с этим человеком порвете. Прям порвете, и там даже речи не будет идти о том, чтобы там помириться, либо восстановить отношения. Вы скажете, да чур меня от этого человека, это же ужас какой-то. Я могла быть слепа, либо слепой, не видеть, насколько человек вот прям плохой, очень плохой идет. Ну, что-то вот увидите, узнаете. Но мне больше идет, что увидите, да, вот какие-то низменные качества. Вот прям скажете, фу-фу-фу, не-не-не-не, о, не. Да, вот прям отрежет. Прям охладеете в моменте к этому человеку. Но будет, да, разочарование, сильное разочарование вас ждет. Дальше, проблема здесь какая-то показана. Проблема пустая. Может быть, вы сейчас думаете, что есть какая-то серьезная проблема, вот она нерешаемая. Ее невозможно ни решить, ни обойти, ни мимо пройти. Да? Вот она в жизни вашей возникла, и вот хоть плачь, да? Вот какая-то проблема. А кажется, что она пустая. Вот возьметесь вы за эту проблему, начнете ее решать, а там ничего нет. Да? Это всего лишь оболочка. Вот тут вы порадуетесь. Вот тут для вас чудо случится. Да? Ведь вы уже как-то настроены, что ну все, это конец, у меня не получится, вот тут я застопорюсь, да, вот тут болото меня ждет. А проблема-то пустая, да, гора, но у нее ничего нет, она пустая. Вот это удивление, вот эта судьба, конечно, умеет удивить, умеет порадовать. Такой вот приятный сюрприз, назовем это так. Дальше. В загаданный вами срок какое-то очень громкое событие идет. Событие, о котором все будут говорить. Событие, которое у всех на слуху, на устах, но при этом не для всех это проиграется положительно. Вот не могу сказать, что вы все разные, живете в разных странах. Я даже предположить не могу, что конкретно это может быть. Но вот вам, кто смотрит эту отсыпку, вот вам именно плюс идет от этого события. Кому-то минус пойдет, а вам лично пойдет плюс. Но говорить будут все. Ну и говорить, конечно, будут разные. Кому плюс, те будут радоваться этому событию. Кому минус, те будут страдать от этого события, да? Будут плохое говорить. Но вам прям, смотрите, звезда в руки падает от этого события. И есть те, которые вон в слезах сидят и смотрят с завистью на вашу звезду и думают, да как так, почему ей звезда, а мне слезы. Вот именно так показали. Так, еще... Ну, тут больше похоже на кого-то из тех, с кем вы, либо в семье живете в одном доме. Близкий вам человек. Давайте так, это близкий человек. И этому близкому вашему человеку осталось совсем чуть-чуть, и он на какую-то вершину взойдет. Вот карабкается, вижу, что карабкается, старается. И вот еще чуть-чуть, и на вершину взойдет. Вам ничего делать не надо. Даже больше скажу. Вы вот прям категорично настроены и уверены, что у человека ничего не получится. Даже, возможно, интерес потеряли к этому человеку, к его делам. А вы знаете, настойчивый человек выкарабкается. Вот прям взберется. Взберется. Для вас это будет тоже неожиданность. Скажете, надо же, чудеса. Чудеса на ровном месте. Да? Кто бы мог подумать. Хороший момент на самом деле. Очень. А может быть, этот человек вам что-то хочет доказать. Да? Может и так отыграться. Да? Назло ей добьюсь успеха. Пусть посмотрит, какое я золотце. Да, у кого-то и так отыграется. В общем, выкарабкается. Вот 100% вижу, что на вершине будет стоять. Как говорится, дай Боже. Да? Так, и еще работа. Что-то вот с работой связано, но здесь очень похоже на то, что на вас
ну, как внимание, что ли, обратят. Больше внимания будете получать, либо на хорошем счету будете, а может быть, вы какие-то там супер результаты покажете, там, не знаю, родную фирму спасете, либо производство. Хотя, да, может быть, вы и сами на себя работаете. Может быть, вы сейчас, да, потихонечку там себе сидите, что-то делаете, и ну, вас никто не знает. Ну, мало кто знает, да, может быть, клиентов у вас там совсем чуть-чуть. Вот прям, да, о вас будут говорить, на вас будут обращать внимание, и прям имя ваше будет звучать. Ну, если вы работаете на кого-то, в компании, на производстве, то вот прям будут и почитать, и награждать, и хвалить, и в пример ставить. И прям все про вас знают, все про вас говорят. Хорошее будут говорить, неплохое. В общем, момент, когда вы, ну, можно сказать, прославитесь, что ли. Станете популярны, прославитесь. Очень неожиданный для вас этот момент, но очень желанный. Ну, потому что хочется, ну, потому что вы этого достойны, вы сами это понимаете. Вот. И это придет, это придет. Причем придет после каких-то тяжелых моментов. Ну, допустим, там клиенты не приходят, либо там на работе какой-то аврал, какие-то недоработки, либо там с кем-то поссорились на работе, и тут буквально на следующий день вы приходите, и все такие: вау, это она пришла, либо он пришел. Да, вот такой красивый момент показан. Дальше вот тут показано, что вот как ангелы вмешиваются в вашу жизнь. Вот в прямом смысле слова вмешиваются. И мне идет, что вас от чего-то ограждают, от чего-то плохого ограждают. Причем ограждают так, что вы будете недовольны. Вы скажете: да как так, почему я не успела, да, почему меня не взяли, почему я не поехала, почему со мной не случилось, да. Вот у вас такой, ну, как претензия идет, да, вы такая: я хотела поехать, а я не успела, либо меня не взяли, и там все билеты распродали, да, вот как-то так идет. А потом вы узнаете, что там что-то плохое произошло, либо люди пострадали, либо еще что-то там, да, и вы скажете: Боже, спасибо тебе, Боженька, что спас, да, что уберег. Вот какой-то такой момент показали. Но как плохого не будет, либо как трагедия не случится, как закрывают вас ангелы от какой-то беды. Вот так мне идет. Сначала у вас разочарование, потом вы так: как так, да, а если бы я там была, ой, а если бы я пошла, а если бы я поехала, что бы со мной было. Ну вот прям, знаете, как мурашить вас будет, как холодочек пойдет по затылку. Вот такой момент показали. Ну, видите, ангелы берегут, дай Боже. Вы не забывайте своих ангелов ежедневно. И утром просить, чтобы вам помогали, чтобы вот прям вели, да, защищали. И вечером, когда ко сну отходите, благодарите. Благодарите своих ангелов своими словами. Не обязательно читать какие-то там заученные молитвы, да, кем-то написанные. Своими словами можете поблагодарить, и поверьте, это все работает. Главное вот это подача, да, вот когда вы от сердца благодарите. Вот так оно и работает. Но вижу, что защитят, уберегут вас, от плохого уберегут. А вот здесь у меня мужчина и женщина, они танцуют. За руки держатся и танцуют. Ну, праздник у них, да, поэтому они и танцуют. Какое-то очень классное событие. А еще здесь показано, что как будто бы мужчина и женщина что-то с себя сбрасывают, такое, знаете, тяжелое, некомфортное. Может быть, вы поссорились, может быть, вы разводиться хотите, а может быть, вы разъехались, да, и вам кажется, что не-не-не, мы больше никогда не будем вместе, такое простить нельзя, да никогда, да ни за что, никогда там видеть не хочу этого человека. Причем оба друг другу, да, а потом вы раз и танцуете. Помиритесь, и опять будете вместе, и вам будет очень хорошо вместе. Вот именно такой момент показали. Но у кого-то отыграется, что действительно у вас какие-то проблемы были в семье, в отношениях, ну, не конкретно с друг другом, а, например, вот как рухнули, да, какие-то проблемы на ваши плечи. И вы от этого избавляетесь, и будет праздник, да, но вы будете праздновать то, что проблемы отступили, что вот легко стало, хорошо, что вы вдвоем умнички, что вы справились, что вы все порешали, да, вот как праздник устроите. Ну и также, мои хорошие, кто сейчас, например, жениться собрался, но у вас там денег на свадьбу нет, и как бы и хочется, но с другой стороны вы понимаете, что ну а где деньги брать? И я так понимаю, что свадьба у вас будет, и вот эти ваши финансовые затраты кто-то возьмет на себя. Да? Может быть, родственники щедрые, а может быть, друзья добрые. Да? У каждого будет по-своему. Ну, то есть вы танцуете, вы счастливы, друг друга за руки держите. Так, вот тут приезд какого-то человека много шума наделает. Причем
Но это какой-то человек интересный. У вас с этим человеком либо есть связь, либо будет связь с этим человеком. Потому что у кого-то отыграется, что и родственник может заявиться, да, близкий и родной человек, а у кого-то отыграется, что человек заявится, с вами познакомится и потом станет вашим родственником либо родным человеком. Но вот почему-то про приезд этого человека все будут говорить. Прям много разговоров. И вы с кем-то будете постоянно говорить. Вот какой-то человечек должен заехать в вашу жизнь. Красиво заехать, кстати. Так, еще. А вот тут у меня женщина такая, знаете, стоит по сторонам, смотрит и такая говорит: боже, я одна, да, вот никого нету. Где мужики? Все как будто бы вывелись, выродились мужики. Вот одна я, да, не хочу я быть одна. Ну где мой тот самый, где тот единственный? И вот мужчина за спиной говорит: это я, смотри, какой я. Вы вообще как-то елкой показали. Но это же значит здоровый, сильный, крепкий мужчина, надежный мужчина. Слушайте, ну вот прям удивите, что ваше счастье, оно вот прям за спиной у вас стоит. Скорее всего, вы уже знакомы, да, вы друг друга знаете, но вам и в голову не пришло, что этот мужчина к вам интерес имеет. Да? А может быть, вы его знаете и думаете, что он женат, да, что он занят, да, он такой хороший и занят, а окажется, что нет, что свободен, что давно в вас влюблен, что только о вас думает, только о вас мечтает. Вот здесь у меня такая пара сладенькая сложится. Прям вы так друг к другу подходите, как идеальная пара. Возможно, кстати, вы давно знакомы, и вы вот видите в нем хорошего человека, там друга, возможно, видите, но не видите в нем мужчину. И тут, представляете, он вам признается, и вы же такая: боже, ну надо же, да, вот как все у меня вышло. Да, вот такая пара. И мне почему-то кажется, что вы прям, ребята, давно друг друга знаете, да, возможно, там, не знаю, лет 10, может и 20, да, прям тут не свежее знакомство идет. Ну вот как за спиной у вас все время стоит. И пока вы, значит, там по сторонам, может быть, по каким-то сайтам мужчину выглядываете, вот он уже готовенький, влюбленный у вас за спиной. Вот. И я так понимаю, что он вам прямо и скажет все. Вот это ахнете, вот это судьба удивит. Да. Как говорят, пути Господни, они неисповедимы. Вот и у вас так все образуется. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.